Сегодня в Риме на легендарном стадионе Олимпика стартует чемпионат Европы по футболу. Внимание всех европейцев, и не только, будет на месяц приковано к матчам их любимых команд. К сожалению, режим Лукашенко затронул все сферы жизни, в том числе и спорт. Сегодня белорусские футбольные фанаты многих клубов продолжают бойкотировать матчи национального чемпионата Беларуси. На такой решительный шаг они были вынуждены пойти из-за несогласия с пытками, убийствами и политическими тюремными сроками. Многие белорусские спортсмены сейчас находятся в тюрьмах. Многие не могут принимать участие в международных соревнованиях за сборную Беларуси. Просто потому, что они против насилия над мирными гражданами нашей страны. Спорт не может оставаться вне политики, когда режим в самом центре Европы рушит судьбы спортсменов. Сегодня у белорусов не всегда есть возможность высказаться о происходящем ужасе внутри страны. Зато такая возможность есть у болельщиков на чемпионате Европы. Турнир состоится в 12 европейских городах. Лондоне, Санкт-Петербурге, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Обращаюсь к белорусам зарубежья, ко всем неравнодушным болельщикам. Мы не должны и не будем превращать праздник футбола в политическую арену, но мы также не можем не рассказать всему миру, что происходит в Беларуси, в европейской стране, прямо сейчас. Используйте нашу национальную символику, болея за свои любимые сборные, как это сделал сын Румаса на финале Лиги Чемпионов, чтобы показать мировой общественности, что в эти дни миллионы мирных белорусов, в том числе и спортсмены, продолжают свою борьбу с фашизмом. И нам нужна реальная поддержка со стороны Европы. Я желаю всем болельщикам, чтобы Евро-2021 стал настоящей футбольной феерией, подарил незабываемые эмоции. Живе Беларусь!